и легкой промышленности Министерства промышленности и строительства Ерболат Боранбай. Добрый вечер. Здравствуйте, Меня слышно? коллеги. Да, замечательно. Вот давайте начнем с того, что каждое государство поддерживает своих производителей. Да? Вот наши власти какую поддержку оказывают легкой промышленности? Какие льготы имеют отечественные спасибо за вопрос. Угу. Да. Хорошо, слышно. Спасибо за вопрос. Вот в рамках поддержки отечественным производителям, то есть, знаете, так легкая промышленность имеет особую значимость в сфере обрабатывающей промышленности, так как в этой сфере трудится 26 тысяч людей. Из них вот 1411 предприятий – это малые и средние предприятия, которые трудятся в основном женщины. Там же и это же есть там социально уязвимые слои населения, многодетные матери и так далее. Государством утвержден и разработан проект, то есть действует дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2022-2025 годы. То есть в рамках этой дорожной карты предусматриваются все меры, то есть по поддержке, по мерам господдержки, по развитию квалификационных работников, по развитию, по совершенствованию нормативно-правовых актов и так далее. Кроме того, на сегодняшний день есть инструменты финансирования, то есть это Фонд развития промышленности, который дочерняя организация НУХ Байтерек национального управляющего холдинга, который предусматривает 3% льготного финансирования, то есть для производителей легкой промышленности. Кроме того, есть и многие инструменты, есть изъятие из национального режима. Это предусматривает у нас отечественных товаропроизводителей, которые будут размещать свои товары, весь ассортимент товара. И в рамках этого, то есть при государственных закупках, при квазигоссекторах, то есть при закупках, все отечественные производители будут рассматриваться в этой базе. Подскажите, какие меры предпринимает министерство для обеспечения предприятий легкой промышленности собственным сырьем? Планируется ли к запуску какие-нибудь кластеры по производству своего сырья, фурнитуры, например? Спасибо за вопрос. На сегодняшний день в рамках развития хлопкового кластера в Туркестанской области реализуются 3 проекта. Это Global Textile, Чистый Жицай и Казахстан Лихуа. Вот эти проекты с участием инвесторов, то есть это инвесторы с Узбекистана и Китайской Народной Республики. То есть почему вот эти проекты реализуются? Потому что вот эти проекты будут обеспечивать рабочей силой, а также от сырья до готовой продукции будут производить. То есть это в виде ассортимента товаров, это ткани, кроме этого готовой продукции, то есть все текстильные изделия. Это позволит увеличить объем внутреннего рынка и покрыть спрос. Подскажите, пожалуйста, подскажите, что вы... Большое спасибо за ваши ответы и за ваше время, которое провели с нами. Благодарю вас. Вам удачи, мы продолжим.